Чем больше набираешься опыта, тем больше осознаешь красоту бокса. Каждый удар имеет продуманную механику и отточенные движения. Один из самых массовых видов спорта на планете, весьма популярен и в Ингушетии. Бокс у нас любят и активно его развивают. Город Магас, на часах 17:00. Именно в это время в спортивном клубе ОЗДО начинается вечерняя тренировка по боксу. Прошедший школу бокса человек имеет поставленные удары, психологическую устойчивость. Сражаясь в спаррингах и участвуя в соревнованиях, выковывается характер. Так, несмотря на то, что многие из ребят клуба ОЗДО занимаются боксом всего пару лет, на соревнованиях юные боксеры в каждом поединке показывают по-настоящему зрелый бокс и не детский характер. У меня были соревнования в Карачаево-Черкесске, в Донбайе. Выступил, там 2 боя провел, в финале проиграл. Сложные были соперники? Да, опытные были соперники. 5-6 лет ходили. И, соперники. А долго готовился к этому турниру? Как? Долго готовился? 1,5 месяца к этому турниру готовился. Хватило? Не, опыта не хватило, а так был готов. Записать ребенка в секцию можно уже с 8 лет. Тренировки с юных лет полезны тем, что вырабатывается культура движения. Никакой тренер не поставит новичка драться с разрядником. На секции не нужны разбитые носы. Первое, с чего начинается изучение, это защита. Очень полезный навык, не менее важный, чем постановка ударов. Много позже, по мере подготовки, начинаются первые поединки. Тренировки проходят в 3 этапа. У нас есть утренняя группа. Вот вы сейчас видите, это у нас новая группа. Это новички наши. Они ходят 5 часов. И с 17 часов у меня уже основная группа наша, которая у нас тренируется, готовится к соревнованиям. И поэтому у нас проходит этап вот такой. 3 группы мы сделали, чтобы младшая группа с ними отдельно работает. Старшие уже совсем по-другому у нас уже процесс проходит, потому что они уже более опытные, уже на соревнованиях участвовали. А эти только сейчас начинают начинающие спортсмены наши. На секции бокса в спортивном клубе ОЗДО спортсмены занимаются в 3 смены. В зависимости от возраста и квалификации ребята показывают разный стиль. Но всех их объединяет одна цель – добиться успеха в спорте и прославлять республику. Недавно ездили, это где-то у нас был ноябрь месяц, там участвовала наша младшая группа, это турнир проходил в Ставропольском крае. И я вам скажу, для первого раза выступили очень хорошо. У нас 4 первых, 1-2 место из 8 человек. И я думаю, в дальнейшем потихоньку будем сейчас их обкатывать. Следующий результат у нас будет лучше и лучше. Мы сейчас стремимся делать так, чтобы они у нас подошли к официальным соревнованиям, которые у нас сейчас начнутся с января месяца, в 2024 сейчас году. К своему следующему поединку готовится наш профессиональный боксер Исмаил Илиев. Дата боя еще неизвестна, но несмотря на это, Исмаил усиленно готовится, не пропуская ни одной тренировки.
Изначально мы готовились сейчас на декабрь этого месяца, но за какие-то там технические причины перенесли на позже дату. Сейчас готовимся на январь. А имя соперника известно? Пока точно имени нету. Ну, там пара кандидатов. Иншаллах, если все нормально будет, мы проведем бой. А также, Исмал, у тебя был такой простой, да, ты год не выступал, вот, как-то отразилось психологически в такой момент? Да нет, можно сказать, наоборот, отдохнул. Отдохнул сейчас с новыми силами. Иншаллах, проведем бой. И в целом, если говорить, Исмал, как вообще проходит подготовка, как ты себя чувствуешь? Весогоночный процесс скоро начнется? Я уже давно готовлюсь уже. Дату много раз перенесли. Изначально должен был в октябре боксировать. Можно сказать, с сентября месяца готовлюсь. В хорошей форме сейчас, в нормальной форме. Сейчас держу себя в форме. И не с полной формы набираю, и особо себя не запускаю. Так, держу в средней форме. Бывает, что переносится, бывает, что за день до боя бой отменяют. Из-за травмы соперника, там соперник заболел, или там я заболел. Поэтому я к этому нормально отношусь. Свой последний поединок Исмаил Илиев провел год назад под руководством Джамалейла Тутаева. Любители бокса в нашей республике знают Исмаила как трудолюбивого и дисциплинированного спортсмена. По словам Джамалейла, именно благодаря этим качествам Илиев добился таких результатов в этом тяжелом виде спорта. Исмаил – это профессионал. Он бывает готов даже когда не готовится к боям. Он постоянно тренируется, и без тренировок он не может. Я не представляю, что он будет делать после окончания карьеры. Он практически каждый день тренируется, выкладывается, он молодец, в общем. А что касается к предстоящему бою, да, он очень хорошо готов. Главное, нам сейчас нужно определиться с соперником. Это очень важно, потому что мы должны готовиться под определенного человека, под определенного боксера, и нужно такими же темпами также двигаться к дате. У нас пока и дата не определена точно. У нас идут стабильные тяжелые тренировки, потому что дата неизвестная точно, и спад начнется только за 2 недели до боя. Драться на улице – это плохо. Все тренеры внушают своим воспитанникам эту истину, учат избегать драки, но бывает от нее не уйти. И здесь, по словам мастеров, не обязательно быть профессионалом, разрядником, но важно быть готовым к такой ситуации психологически. Драка закончится, останется ее итог. Последний Донбай Ханусу. Первый раунд, да. Короче, это первый авиахтора соперник. А второй дагестанский Чаусу. И Тигичи. Диктал Таусу, но все равно второй раунд. Диктаторс сорвался. Халбари хоть слитак энгиш. Я диктор нормальный был. Хала малахитом. Я шалла боя. Анцы именно шала боя. Фотец раньше. Физик театр. Физик. Я 2 мора. Ну, конечно, шхамдар, физик. Просто физик. И недзи шхам театр. В этом зале каждый новый день расписан буквально поминутно. На сегодняшней тренировке ребята заняты технико-тактической подготовкой, повышением навыков личного мастерства и закреплением предыдущих материалов.
В основной части тренировочного процесса спортсменов разбивают на две группы. Первая приступает к отработке различных упражнений. Когда он завершается, боксер делает паузу максимум 2 минуты и начинает следующий раунд. В среднем выполняется 5 кругов. Вторая группа спортсменов выполняет отработку ударной техники на груше. При грамотном подходе и настрое, а также соблюдении технических нюансов можно достичь приличных результатов. Благодаря занятиям развивается выносливость и мощность удара, также укрепляется дыхательная система. Только несведущие в спорте люди могут сказать, что это мордобой. Да, есть и такие, которые не понимают в музыке, живописи, поэзии и в спорте. Бокс – это искусство. И первое, чему учат новичков, пришедших на секцию в спортивный клуб ОСДО, уклонению от удара. Упражнений много и нужно уделять внимание всем группам мышц и равномерно нагружать их. Соус ух кошады. Бокс интересно, хайтасын в любых спортах. Азбанч хачетах. Тахан цехашира хайлита волжо, соревнован жутсик, мучалита волжо, мала мотик жахас. Суворовский хануса, второй хаяс. Дамбай хануса, третий хаяс. Карбулаки второй хаяс. Охзали первый хаяс. Название республика Оханус. До ближайшего турнира остается не так много времени, соответственно, тренировочный процесс становится все более тяжелым и интенсивным. У нас первая республика уже 15 января. Это у нас 8-9 год. Это у нас уже идут как старшие юноши. И февраль, март месяц. И все соревнования у нас вот эти 3 месяца, которые у нас пройдут республику. И уже после республики, которую мы будем в дальнейшем готовиться уже северокавказским играм своим и первенствах, чемпионатах России. И я думаю, потихоньку будем налаживать отношения. Вот сейчас
скоро должны выезжать на соревнования. И как раз хотим проверить у нас возраст наш, который сейчас будет у нас участвовать на первенстве республики. И мы сейчас хотим дать им немножко пройти боевую практику, чтобы они у нас к республике подошли уже в 100% форме. Уходящий год для этих ребят получился весьма успешным, а теперь тренерский штаб зала бокса ставит перед собой новые цели – не сбавлять обороты и пополнить спортивную копилку новыми медалями.